никто не знает по имени, никто меня не называет по имени. Өмірде де, өнерде де дос бола білдіңіз бе? Сейчас как бы общаюсь пока только с Нуртасом. Сіздер неге тыс қалып қойдыңыздар өнерден? Не смогу я вам объяснить, рассказать. Некоторые вещи в секрете лучше не говорить. Мүмкін образға қатты беріліп, сол образбен әлі де жүрген шығар. Друзья говорят: может, ты реально вот такой где-то сапог? Я говорю: нет, я нормально образованный. Да. Байден, в общем, там, короче, дочь и американский президент, что-то там. Пацаны, не обижайтесь, просто тут нужно вместить было 3. Қайырлы күн көрермен, бүгін біздің қонақта комедиялық актер Жан Ізбасар. Қош келдіңіз, Жан мырза. Рахмет, спасибо. Бірден айта кетейік, көрермен, бізде бүгін сұхбат орыс тілінде болады, өйткені Жан мырзаға орыс тілінде ойын жеткізу ыңғайлы, сол себепті бірден комментарийде қазақ тілінде 2 қазақ отырып алып, қазақ тілінде неге сөйлемейсіздер деген жазуларды жазбай қойыңыздар деп сұрағым келеді. Жалпы, Жан мырза, сіз «Побег из аула» сериалындағы сапог ретінде танылдыңыз. Президенты, что ли? Ты успокойся, достал. Не, ну серьезно, что за президенты? Это сапог. Көбі сізді сапог ретінде таниды, Жан емес, е? Да, меня все называют сапог благодаря этому сериалу. Меня никто не знает по имени, никто меня не называет по имени. Только родители и лучший друг меня называют Жан. А остальные все во всем мире сапог. Неге деп ойлайсыз солай? Ну, потому что как вообще я себя назвал, наверное, синдром Капкарашки, как бы себя Нуржан Керменбаев не называл, он все равно останется Капкараш. Ну, как прилипло это все, сапог, людям смешно, людям весело. Ну, как бы, наверное, не просто называть, они, наверное, чуть даже обзываются, ну, как в школьное время. Ну, я не знаю, мне не очень смешно, когда меня называют обувью. Вот. Ну, в общем, да, из-за сериала это все началось, потому что как моя конкретно первая работа, первая такая более серьезная роль, одна из главных ролей была в «Побеге из аула» сапог. Ну, как бы оттуда, как назвали корабль, так и поплыл, наверное, вот так вот скажем. Ал қазір Жан Ізбасар қайда? Қайдасыз? Қандай қызмет жасайсыз? Ну, сейчас в данное время мы якобы чуть изменил направление, вообще не то что своей деятельности, а вообще как бы в общем жизнь, ухожу в коммерцию, ухожу в бизнес, вот так вот. Но пока о бизнесе ничего сказать не могу, пока в секрете. Енді ғана бастау алайын деп отыр. Да, она только на стадии разработки, мы только начинаем, только вложили инвестиции, сейчас смотрим, как это пойдет дальше. Жақсы, сізге сәттілік тілеймін, алдын ала. Сонымен, сіз «Побег из аула» сериалында түскенде, жалпы осы сериалға қалай келдіңіз, киноға қалай келдіңіз, оны біз білеміз. Яғни сізді Нұртас Адамбай көріп қалып, ол жобаға шақырды. Да. Ол қалай болды? В общем, вообще история тянется из проекта «Наша Казаша». Я тогда ходил просто в массовке, наверное, около 3 лет. Я, наверное, ходил, да, постоянно массовка. Звал с собой друзей отсняться там вместе. Я говорю, весело, прикольно же, говорю, мы в проекте. В общем, ходил. И когда уже вот как бы начали мне доверять такие промежуточные эпизодические роли, там я вроде и приглянулся уже Нуртасу, но я старался отыгрывать, всегда слова учил, дома репетировал перед зеркалом, в общем, и когда уже «Побег из аула» начинался, вообще моя роль должна быть акула, вообще я должен был играть акулу. Но потом там произошли изменения, и мне отдали сапога, в общем, вот прям подходит, говорят, по лицу не знаю, что я подхожу к сапогу, ну, в общем, вот говорят, это твое, все, будешь играть сапога, и там как бы все пошло дальше, народу понравилось,
каналу понравилось. В общем, вот так все сложилось. Жалпы осы сериал арқылы 7-8 жыл бұрын сіздің үштік, яғни ол Ербол, Жирный, Сапог. Ең танымал үштіктің бірі болды. Сериалдың алаңында жалпы ең танымал болдыңыздар. Сол кезде сіздің достығыңыз басталды деп айтуға бола ма үштіктің? Өмірде де, өнерде де дос бола білдіңіз бе? Вообще, да. Ну, как я скажу, у нас Нуртас, он закончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, он политолог, и я тоже с этого же университета. Он у нас еще как был жюри на межфакультетских играх КВН, еще там, ну, он старше меня на 5 лет. Как бы я его знал, и он меня знал, но были такие как бы отношения, как бы, ну, привет, пока. А уже когда начались плотные съемки, уже, да, там уже как бы мы сблизились, уже начали общаться с Ерланом Касымжанұлы. Мы вообще днем и ночью вместе ходили, около 8 лет, там даже и дома ночевали у друг друга, вместе гуляли, вместе знакомились с девушками. В общем, мы раньше были хорошими друзьями, но с Нуртасом также остаюсь в хороших отношениях. Қазір араласасыздар? Но сейчас как бы общаюсь пока только с Нуртасом. Вот, а с остальными чуть-чуть не сложилось. Негізі неге сұрадым, өйткені менің көзқарасым бойынша сіздің үштік команда ретінде өнерге келіп, әрбір фильмде, мысалы, сіз Побег из аула, одан кейін Побег из аула, Операция Махаббат, одан кейін білсем Я жених, Құдалар, барлық картиналарда, Келинка Сабинада да үшеуіңіз де барсыздар. Сол себепті, мысалы, ресейлік квартет И сияқты сіздерде әрбір картинада үшеуіңіз дос ретінде өмірде барлық жерде бірге шығады деген алдын ала жоспар болды деп ойладым. Әлде олай болған жоқ па? Ну, конечно, да, мы рассчитывали, что да, у нас вообще, по идее, было очень много планов, очень много проектов, задумок, идей. Ну, вместе уже около 10 лет мы работали бок о бок. Но как бы так получилось, да, ну, все-таки жизнь у каждого своя жизнь, видит ее каждый по-своему. Ну и, в общем, я не скажу, что распались, просто каждый пошел, каждый по своему пути. А так, конечно, хотелось бы, да, вместе дальше продолжать проекты, сниматься, да, у нас очень хорошо вместе получается, когда мы все в команде, в одной команде, да, это веселее, это круче, ну и плюс уже все как-то привыкли нас вместе видеть, весь Казахстан. Сіздер команда болып бастадыңыздар, және қазіргі күнде енді сол команданың ішіндегі ең танымалы, ол кезде де бэкграунд үлкен болғандықтан Нұртас Адамбай болды. Қазір де солай жалғасуда. Мысалы, ол кісіде даже, мысалы, Инстаграмын қарасақ, 500 миллиондай оқырманы бар. Қазір үлкендеген картиналар түсіріп жатыр. Сіздер неге тыс қалып қойдыңыздар өнерден? Ну вот, но это как бы не смогу я вам объяснить, рассказать. Некоторые вещи в секрете лучше не говорить, а некоторые я и сам не понимаю. Ну, как сказать? Блин, такой вопрос, если честно. Почему мы остались в стороне? Ну, я не думаю, что мы остались в стороне. Мы просто как бы пошли по своему пути. Мне захотелось... Вообще, я сам мечтал, как бы, вот со студенческих лет, начать как бы свое дело, свой бизнес, чтобы именно не просто я хорошо жил в достатке, а я бы вот вообще хотел бы как разбогатеть, если честно, да. И я думаю, я на правильном пути, и я думаю, со стороны бизнеса это как бы получится сделать. У нас, ну как, актерство у нас есть, у нас, да, фильмы развиваются, сериалы, все, я ничего не говорю, но все-таки как бы лучшую жизнь я вижу именно в бизнесе. У нас в Казахстане, у нас. Мысалы, сіз қазір басқа жолға түстім, бизнеске кеттім деп жатырсыз. Бірақ карантин кезінен бастап, мысалы 2021-ден ғой деймін, жаңа Инстаграм парақша аштыңыз.
Қазір оқырманы әзірге аздау, 2000 оқырмандай бар, иә? Ол Инстаграмда сіз қайтып вайн түсіріп жатырсыз. Ол, мысалы, қалай дегенмен де сіз ескі толқынның адамысыз. 2010 жылдарда танымал болған, ал қазіргі жастардың, қазіргі жаңа толқынның артынан ілесіп жасау мақсатында ма қайтып вайн түсіріп жатсыз, қайтып ол салаға кіргіңіз келе ме, әлде ол сіздің басқа бір себептер бар ма Инстаграм ашудың? Новая страница, да, ну вообще взять карантин, да, он, конечно же, да, нашу индустрию остановил, некоторых даже убил, если честно, да, очень было тяжело именно в это время. В общем, это как бы на старых дрожжах, ну, конечно же, как бы хотелось сниматься, все-таки отдал немало времени этому ремеслу. Ну, вообще хотел бы продолжить, вот сейчас думаю набрать некую команду, да, и может быть что-то сколотить из нее. Но это я ее оставляю на второй план, как хобби. Как бы, ну, есть опыт, почему бы как бы не развить ее. А хочу какой вопрос? Ну вот, по Инстаграму имеется в виду, страница была создана с какой целью? Просто еще у вас никнейм Жан Сапог. Я подумала, что, возможно, вы именно вот этот свой образ сапога хотите в коммерцию включить. Ну, Жан Сапог, почему я назвал? Ну, потому что меня как бы узнают. Ну, уже он как бы ко мне прилип в жизни. Мне уже и самому нравится этот сапог. Он уже как бы часть меня. Я уже... Наверное, иногда замечаю, что уже становлюсь просто в реальной жизни сапогом. Честно, вот такие ситуации, и все окружающие друзья говорят, может, ты реально вот такой где-то сапог? Я говорю, нет, я нормально образованный, умный человек. Но такие ситуации просто, наверное, вот она вошло в меня и не вышло, наверное. Или я в него вошел и не вылез, наверное, из сапога. Наверное, что-то такое получилось. Мүмкін образға қатты беріліп, сол образбен әлі де жүрген шығарсыз. Мысалы, мистер Бин сияқты. Мистер Бин, ол үлкен өзін брендқа айналдырып алды ғой атын. Содан кейін, мысалы, интеграциялар жасайды, коллаборация. Сізде сондай ойыңыз бар ма? Сапог ретінде коммерциялық проекттерге түсу, мүмкін рекламаларға түстіңіз ба? Ну, вообще, да, сейчас вот даже в данное время снимаюсь в рекламах, да. Ну, как бы не используя сапога, а использую его образ. Почему? Ну, потому что по-любому у народа реакция идет именно на этот образ всего-навсего. А как бы хотелось бы, да, что-нибудь новое попробовать. Сейчас вот думаем над новым образом, над новыми идеями. Ну, может быть, что-то получится интересное. Ал жалпы сіз комедиялық жанрдан бөлек трагедия, драма сияқты жанрда түсуге дайынсыз ба? Ұсыныстар түсіп жатса. Если будут предложения, конечно, бы не против попробовать. Я смогу, я осилю, это я в себе уверен. Но все равно, если я появляюсь в экране, у людей как бы появляется на лице улыбка. И это, чтобы вот это вот сломать и показать, что я вот играю какую-то серьезную роль, ну это вот, наверное, очень много нужно проектов, чтобы как бы вот сознание людей перевернуть, перенаправить, или просто даже сломать, если честно. Но я пока если это буду делать 100%, я первый проект 100% сломаю, потому что люди плакать, на меня смотреть, либо с какой-то серьезностью не будут, это точно. Жалпы, мысалы, карантин кезі дедік қой. Карантин кезінде сіздің байдың қызын аламын деген әніңіз хит болып кетті тиктокта. Байдың қызын аламын. Соны сізге хабар келгенде ойыңызға ең алдымен не келді? Я не знаю, в общем, я сплю. Просто вот, как она, если я рассказываю. Просто сплю. Просыпаюсь, я обычно, ну, ночью, если засыпаю, я его на беззвучно ставлю телефон. Просыпаюсь, ну, наверное, пропущенных 200 звонков, там, смс-ки, сообщения, WhatsApp, не пойму. Что-то случилось. Честно, я думал, ну,
наверное, может, кто-то умер уже. Ну, вот такие вот мысли идет. Ну, черт я знает, да, никто не звонил. И тут звонят, смотрю, смс-ки, что-то хит, шабамон, не пойму. Открываю интернет, там все, у меня там Инстаграм, столько сообщений. В общем, очень было приятно, удивительно, вообще не ожидал. Говорят, ну, мне позвонила одна девочка, это вот из Каскелена, Алматинской области, Асель. Она сказала, говорит, вообще я, говорит, первая, говорит, отсняла ТикТок, ну, в общем, что-то такое в Инстаграме выложила, и она поехала. В общем, если честно, я очень удивлен был. Столько звонков из всех каналов наших местных, плюс даже из России мне позвонили, но я туда не полетел, ну, из-за карантина. Честно, неожиданно, как-то я был в шоке, если честно, очень в большом шоке, когда вообще она ушла в Южную Корею, в Японию видел, в Европе, в Америке под нее как бы танцевали и видео снимали. Но круто, мне понравилось. В карантине я немножко заработала сейчас. ТикТоктың арқасында. Очень было приятно, да. Жалпы олар ол әнге тек қана билеп емес, сөзін де айтып жаттап жүрді ғой. Себебі қазақ тілінде олардың өлең айтқанның өзі бізге үлкен эмоция сыйлады. Да, все начали изучать, учить. Но американцы и европейцы, ну вообще не казахи, они подумали, что Байден қызына аламын, там Байден, в общем, там, короче, дочь и американский президент, что-то там связано, в общем, из-за этого у них вот этот жест и был. Не знаю почему, но прикольно, честно, мне понравилось, вообще даже вот сейчас я задумываюсь записать полную песню, на нее чуть-чуть изменить, конечно, но спеть. Я думаю, будет народу интересно и весело. Я осы сұрақты қояйын деп едім, пайдаланып үлгеру керек дегендей трендті. Мысалы, Марат Омаровтың өзі коронавирус кетсе, өлеңді айтты, бітті ТикТокты жарды, қазір ремиксімен енді үлкен жақсы табыс таппаса да, енді үлкен танымалдық алып отыр ғой. Енді ескі буынның әншісі қайта жаңғырды. Сізде ескі ән жаңғырту мақсатында тағы да жасауға болады деген сияқты. Ну да, вообще, как Байден қызына аламын, это мы же в детстве, да, мы как бегали, пели ее, напевали. Сейчас какой-то кавер получился на Касабланку. Но я думаю, раз вот я в детстве, раз 30 лет спустя она выстрелила в 2009-2008 году, она выстрелила сейчас, в 20-х годах. Ну, мне кажется, если я ее запишу, даже через 10 лет она также выстрелит. Но я обязательно это сделаю. Я думаю, обязательно. Меніңше де оны пайдаланып үлгеру керек қой, ондай нәрсені. Ну да, в скором времени, вот вы меня на это наталкиваете, я вот на этой неделе обязательно возьмусь за это очень серьезно. Демек, алдағы уақытта біз сізден ән күтеміз. Да, ждите, обязательно Яна будет. Жалпы қазіргі қазақ киноиндустриясы қарқынды дамып жатыр. Сіз байқаған боларсыз, Сәке, Сержан Братан, 532 сияқты сериалдардың. Осы сериалдар неге топ жарды деп ойлайсыз дәл қазіргі уақытта? Да, отличный очень сериал. Если честно, я уже восхищаюсь и режиссурой, и сценарием, и игрой актеров, вообще по юмору. Даже 5:32, да, такой серьезный фильм, да, ну, про всяких маньяков. И, если честно, не ожидал, что он залетит народу. Да, ну, у нас народ и так устал от кредитов, от всяких этих политических игр, в общем, ну, вот эти всякие... негатив, что у нас происходит в стране, и то, что такой сериал выстрелил, это, конечно, очень круто. Я думаю, молодец, режиссер молодец. Почему они сейчас на хайпе? Ну, я думаю, они снимают, ну, о наболевшем, наверное. О наболевшем. Что у народа на душе, то и они как бы обрабатывают и показывают
где-то в лучшем свете, где-то в не очень. В общем, я думаю, это то, что нужно народу именно в данный момент. Из-за этого вот они как бы выстрелили и набирают большую популярность. Ол сериалдардың барлығы Сәлем Сошиалдікі біз білеміз. Жалпы осы компанияға, Сәлемге қарсы негатив ойларға сіздің көзқарасыңыз қандай? Неге көбісі оларды шығармашылық продакшн емес, былай коммерциялық бағытта жұмыс жасайтын компания ретінде көреді соңғы уақытта? Ну, честно, я не знаю. Я там их внутреннюю кухню вот эту вот, я особо за именно этими новостями не слежу. Ну, я отвечу так, тем, кому не нравится то, что они делают, либо как они это делают, просто пусть эти люди попробуют сами что-нибудь отснять. Хотя бы Вайн один, минутный ролик, просто пусть попробуют. Пусть хотя бы человек 50, посмотрев на него, и улыбнутся. Это настолько сложно, но я думаю, это неправильно их хай там из-за коммерции, из-за денег, либо в общем проект. Это на самом деле очень сложная работа. Это очень сложно. Это нельзя так обращаться, относиться или что-то наговаривать. Это неправильно. Иначе мы просто тормозим самих себя. Я так думаю. Жалпы бұл продакшнға сізді шақырса барасыз ба картиналарына? Ну, если поступит хорошее предложение, да, интересное предложение, в котором, да, я буду более-менее как бы не как играть, ну, такого наивного, тупенького человека, да, я, наверное, соглашусь, да. Конечно, там очень много хороших ребят, у меня там очень много знакомых и друзей, но я бы хотел с ними поработать, конечно же. Ал жалпы, мысалы, сіз маған айттыңыз ғой, ағылшын тілі пәнінде сіз оқыңыз. Сіздің жалпы негізгі мамандығыңыз қандай? Преподаватель английского языка, если честно. Ағылшын тілі мұғалімі. Демек, актерлікке сіз оқыған жоқсыз? Нет, я вообще не учился. Но взять в общем со стороны матери, да, там они очень все артистичные. У меня и мама играла в театре. В общем, видимо, как-то генетически на меня повлияло, перешло это ко мне. В общем, если вот так взять, я с детства на сцене. Вот, на школьных там утренниках, осенних балах, уже на праздниках, последние звонки. В турецком лицее я вообще там часто выступал. Без меня не обходилось ни одно вот это наше мероприятие лицейское. Ну и потом в университетские годы из КВН, из межфакультетских игр, в общем, так, и, в общем, пришел к своему вот теперешнему образу и деятельности. Білуімше, сіз қазір тойға шығасыз, шоумен ретінде? Да, иногда выходим, приглашают, зовут, да, вести мероприятия, свадьбы, дни рождения. Ну, обращаются, в общем, да. Ну, я не отказываюсь, почему бы и нет, если это хорошо получается. А вообще мне и самому нравится народ смешить. Өзіңізге ұнағандықтан барасыз? Да. Мне самому там есть публика, кто послушает, кто посмеется. Я и сам развиваюсь, да. Ну, мне нравится, мне просто самому это нравится. Және сіз айтып кеттіңіз ғой, Нұртас Адамбаймен араласам дедіңіз, иә? Жалпы қазіргі ол кісінің жаңа бағытына, енді білеміз ғой, өмірдегі жаңа бағыт таңдап жатыр, ислам дініне келіп жатыр. Жалпы ол кісі ғана емес, бізде Қазақстанда жастар қарқынды түрде осы арнаға бұрып жатыр. Енді дұрыс жолға түсіп жатқандары да енді қуантарлық, бірақ осы тенденцияға сіздің көзқарасыңыз қандай? Ну, конечно, у меня положительно, да, к исламу всегда относился очень положительно, да, серьезно. Но это вот то, что Нуртас принял, конечно, это было, ну, для меня чуть-чуть удивительно. Это, конечно, круто, это правильно. Я думаю, рано или поздно мы все к этому придем, мы должны к этому прийти.
Ну, я думаю, то, что молодежь к этому идет, лучше пусть оно идет как бы вот в ислам, если честно, нежели вот как сейчас очень много на улице употребляют наркотики и остальные вещества. Лучше пусть будет так, чем так. Я думаю так. Жалпы негізі бұл қарқынды қолдайсыз. Конечно. Ислам туралы көп сөйлейтін болсақ, осындай жұлдыздар көп айтатын болса, ол жастарды ойланбастан сол жолға әкеледі деп ойламайсыз ба? Мысалы, мектеп оқушылар, студенттер толық түсінбей исламды дінге келіп жатады. Ну, вообще ислам – это религия. И она очень хорошая религия, и она правильная религия. Если даже человек, не понимая, пришел в нее, с ним ничего плохого, я думаю, не случится. Пусть будет так, пусть все потихоньку приходят в ислам. Это нормально, я думаю, но и тоже про свое развитие, про наше развитие нужно не забывать, нужно учиться, также получать образование. Хотя бы вот, я думаю, вот у нас вот Головкин, да, чемпион, да, все классно, все круто. Вот наша молодежь видит, да, вот, например, что там можно как бы стать популярным, зарабатывать, да, кулаками. У нас у казахов это очень хорошо получается, да, с детства все мы знаем. Но я бы хотел, чтобы наша молодежь чуть-чуть повернула вот в сторону как вот нового, нанотехнологии, робототехника, да, вот что-то вот в науку вот хотелось бы. Пусть идут в ислам, вообще спора нет. Классно, не пьешь, не куришь, плохого не делаешь, не совершаешь. Но и хотелось бы, чтобы они занимались и развивались именно вот в тех отраслях. Возможно, все будут параллельно этим заниматься, и все будет хорошо. Да, но вот у нас вот есть многие, знаю, что вот все ушли в ислам, вот, и как бы вот там ходят, вот этим же занимаются постоянно в мечеть. Да, хорошо, но они не развиваются именно вот как в чем-то другом. Нужно развиваться, потому что, ну, как нас некоторые государства настолько обогнали, может, даже и мы не догоним, но хотя бы мы должны остаться на плаву. Да, это наша задача молодежи. Дұрыс айтасыз. Жалпы соңғы блиц сұрақтардың біреуі болсын. Сіздің ойыңызша қазіргі қазақстандық топ-3 режиссер? Топ-3 режиссера, по моему мнению, в нашем Казахстане, да, сейчас. 3 самых лучших режиссеров. Я просто 3 назову, но для меня все классные режиссеры. Это Нуртас Адамбаев, Нурлан Коямбаев и, я думаю, Оскар Узабаев. А так сейчас очень много новых классных режиссеров, которые снимают крутые классные фильмы и сериалы. Пацаны, не обижайтесь, просто тут нужно вместить было 3. Неге екенін сұрамай қояйық, ал топ-3 сериал, немесе фильм отандық? Так, наших 3. Я думаю, что Килинка Сабина – это по-любому номер 1. Бизнес по-казахски. Так, и еще мне фильм понравился. Блин, ну как бы всех не обидеть. Кудалар. Барлығы өз продакшыны. Все наши фильмы лучшие, да. Жақсы. Жастарға, жалпы көрерменге айтар ойыңыз болса? Хочу пожелать нашей молодежи, друзья, не останавливайтесь. Да, жизнь чуть-чуть сложновата, но мы все преодолеем. Только вперед, не останавливайтесь, у всех все получится. Я уверен, я просто уверен. Огромное спасибо. Жалпы сұхбатқа келіскеніңізге рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет.